В Алдане подписали соглашение между Министерством труда и социальных отношений республики и золотодобывающими предприятиями. Подробнее о событии расскажут коллеги. Дисбаланс на рынке труда сегодня очевиден. Например, в Якутии, по оценке Международной организации труда, безработица колеблется от 4 до 15% в разных районах. Чтобы сбалансировать ситуацию, разработана программа «Мобильность трудовых ресурсов», которая позволит перераспределить рабочую силу в регионе. Но наша задача подготовить, во-первых, специалистов соответствующего уровня квалификации, компетенции, во-вторых, создать условия для того, чтобы мы могли собрать в тех местах, где есть избыток трудовых ресурсов, и перенаправлять, помогать оплачивать проезды, выплачивать даже некоторые расходы на проживание на первый период и создавать, во всяком случае, организационные условия для того, чтобы человек мог выехать и работать. Подъемные средства предоставления жилья – понятие из советской эпохи, когда люди ехали из столицы на край земли строить заводы и поднимать целину. Но чтобы раскрутить этот маховик сегодня, потребуются годы и общий системный подход всех участников процесса – власти, образовательных и профильных учреждений, производственных предприятий. Об этом говорили на встрече в Алдане, где подписали соглашение по мобильности трудовых ресурсов между Минтруда и золотодобывающими предприятиями района. Исторический момент. Исторический момент. 10 человек. Все. 7 студентов, 3 на постоянную работу, да? Готовы больше взять. Хорошо. Хорошо, что в этот кризисный период все-таки правительство изыскало средства в размере 91 миллиона рублей на поддержку как работников, так и, работодателей конкретно. Поэтому вот этот процесс идет в целом по Российской Федерации. Так? Когда мы закончим с внутренней мобильностью, сколько это лет, до 2019 года, да, так после этого, наверное, включимся в общий федеральный проект мобильности. В мобильности трудовых ресурсов пока больше вопросов, чем ответов. Если же ситуация станет обратной, тогда дотационные регионы страны получат новое развитие. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК «Саха», Алдан.